Сухумское торгово-кулинарное училище было основано в 1959 году. В 1999 году учебное заведение было переименовано в Абхазский многоотраслевой колледж. Это государственное образовательное учреждение. Каждый год оно выпускает поваров разных направлений, которые успешно работают во всех районах Абхазии. На сегодняшний день во всех вот этих кондитерских, где цеха есть, да, где они уже там проходили практику, и которые хорошо себя зарекомендовали, они уже, можно сказать, трудоустроены. Мы когда их принимаем, да, на месяц они у нас проходят здесь ознакомительные такого характера, как держать нож, техника безопасности. Мы дадим, потом сразу мы их отправляем на практику. 2 дня практика, 3 дня теория. Ну, уже по цехам, по общепитам, уже у нас с ними есть такой договоренность, что они берут наших детей. В образовательном учреждении есть много факультетов по разным востребованным в стране специальностям, таким как поварское дело, повар-кондитер, официант, бармен, бухгалтерский учет в торговле, бухгалтер, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, технология продукции общественного питания, технолог, товароведение и другие. Студенты колледжа изучают не только абхазскую кухню, но и европейскую, а на экзамен каждый выпускник постарался удивить членов комиссии чем-то необычным. Это блюдо мы выбрали, потому что у него исторические корни являются русскими, хоть и немногие этого знают. Мясо по-французски с первый раз был приготовлен для императора Александра II, поскольку мясо по-французски обычно принято на всю противень делать. А я готовлю как бы по-своему и делаю, скажем так, с небольшим секретом, который я умолчу. Сегодня я готовлю немного забытую классику в новом виде. Это котлеты по-киевски, представлены в миниатюрном варианте на подушке из колерованного ананаса под клюквенным соусом. Я считаю, что все новое, хорошо забытое старое. Я решил в этой работе показать, как старое, в принципе, блюдо можно вдохнуть новую жизнь, новую искорку. Члены комиссии говорят о том, что оценивают ребят не только по знанию теории кулинарного искусства и вкусовым качествам приготовленных ими блюд, но и по творческому подходу к делу. Творческий подход тоже бывает самостоятельно. Теперь мы как оцениваем? Во-первых, оцениваем самое главное, мы выдаем квалификацию. В основном повар почти все у нас 4-го разряда. 5-й – это, конечно, творческий подход. Из 3 блюд нет, 4-е блюдо самостоятельно должен подготовить. На данный момент в Абхазском многоотраслевом колледже учатся около 170 студентов, которые по окончании учебного процесса получат возможность применить свои знания в самых различных объектах общественного питания страны.